Добрый день, уважаемые слушатели. Сегодня мы продолжаем проведение курсов повышения квалификации для сотрудников школьных библиотек. Почему продолжение? Потому что 18 числа, когда вы подключались к библиохакатону, это был первый день. О нем обязательно сегодня будем с вами говорить, обсуждать, поэтому этот день прошел для вас не бесследно. Сегодня с вами методист ГОУ ДПО КРИРО, это я, Рочева Елена Владимировна. План нашей с вами работы сегодня следующий. Первым вопросом это у нас будет концепция развития школьных информационно-библиотечных центров. Мы поговорим с вами о концепции развития Российской Федерации, Республики Коми, посмотрим нормативную базу и попробуем найти отличия школьных информационно-библиотечных центров от школьных библиотек. Дальше вторым вопросом у нас с вами будет методическая помощь библиотекарю, где мы с вами обсудим, где же найти ту информацию дополнительную, которую не хватает вам как библиотекарю, как заведующему библиотекой и педагогу-библиотекарю. Я вам покажу сайт ФИМИЦ, где искать информацию, и страницу на сайте нашего Коми Республиканского института. Следующим вопросом у нас будет вопрос-ответ. Это мы с вами обсудим с вами библиохакатон. Вы скажете свое мнение, стоит ли проводить такие мероприятия, надо ли. Зададите вопросы, я попробую ответить на те вопросы, в которых я компетентна. Ну и последним четвертым заданием – домашнее задание. Почему я назвала его домашним заданием? Потому что вам надо будет поиграть со мной. Но давайте это будем делать не дома, а здесь по итогам нашего сегодняшнего дня. Домашнее задание – это некий мостик к завтрашнему дню, потому что завтра у нас с вами практические занятия. Для того, чтобы нам было удобно общаться, я приглашаю всех участников, кто нас слушает сейчас, очно присоединился. Напишите, пожалуйста, сейчас в чате, как вам обращаться. Представьтесь, пожалуйста, как вам обращаться, ваша должность и место работы. Спасибо всем, кто сейчас нам напишет, кто не смог по каким-то причинам слушать нас онлайн, слушает нас в записи и тоже потом может нам написать. Итак, пожалуйста, кто нас смотрит онлайн, напишите, пожалуйста, откуда вы, чтобы нам легче было общаться. Потому что вопросы сегодня возникнут, где-то я вам задам, где-то вы мне. Так. Доброе утро пожелали. Здравствуйте, Айкина. Кто у нас на связи? Можно представиться? Или это просто были... Доброе утро. Угу. Да, Ирина Викторовна, Усинск видим. Спасибо большое. Доброе утро. Кто у нас еще смотрит онлайн, чтобы было понятно, о чем, как мы с вами будем вести сегодняшнее обучение? Угу. Ирина Викторовна. Кто нас еще слушает онлайн? Усинск, Айкина. Ухта, 10-я школа. Спасибо большое. Добрый день, Татьяна Ивановна. Да, если можно писать, кто вы, чтобы мы к вам обращались. Верхняя Максаковка. Угу. Вас в списке нет, но каким-то образом, да. Очень приятно. Очень приятно. Ну, давайте так. Кто нас... Наталья Ивановна, да, очень приятно, Сыктывкар. Я начну свое выступление. Вы можете дописывать. Наталья Александровна, заведующая библиотекой, очень приятно. Время мы выбрали такое, чтобы вы нашли время для подключения онлайн. Пока ребята, первая смена, основная нагрузка, где на уроках мы с вами общаемся.
Ну и начну я свое выступление с концепции развития школьных информационно-библиотечных центров. В целях реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров с 2016 года Минпросвещения России на конкурсной основе осуществляет поддержку региональных программ создания и развития школьных ИБЦ. Я, с вашего разрешения, буду называть это коротко, чтобы не тратить время. ИБЦ – это информационно-библиотечный центр. Мы с вами будем иметь в виду, что это школьный, конечно же. Поскольку в концепции не определены понятия «школьный информационно-библиотечный центр» и критерии перехода школьной библиотеки в статус ИБЦ, единый подход к понятийному аппарату отсутствует как на уровне субъектов, так и в профессиональном сообществе. Согласно концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, функции школьной библиотеки существенно расширяются и включают в себя образовательную, воспитательную, информационно-методическую, культурно-просветительскую, профориентационную, обеспечивающую досуговую деятельность функции. Но при этом в большинстве своем школьной библиотеки не обладают необходимыми полномочиями, кадрами, методической и материально-ресурсной базой для реализации данных функций. Это приводит к тому, что каждый субъект выбирает собственный подход к построению информационно-библиотечных центров, а в ряде регионов школьные библиотеки массово переименовываются в школьные центры. По мнению Федерального информационно-методического центра, а о нем мы с вами сегодня будем говорить подробнее, сегодня нет необходимости превращать все школьные библиотеки в информационно-библиотечные центры. На данном этапе необходимо приложить максимальные усилия к построению центров в передовых школах всех субъектов Российской Федерации с последующей переделкой в центры. Это требует разграничения понятий «школьная библиотека» и «информационно-библиотечный центр». Об этом мы сегодня будем говорить подробнее. Для чего предлагается разработать модельный стандарт информационно-библиотечного центра образовательной организации, который можно будет использовать не только в общеобразовательных организациях, но в профессиональных образовательных организациях. Это профучилища, профессиональные лицеи, колледжи и техникумы. Итак, это было вступительное слово о том, что в Российской Федерации эта концепция принята в 2018 году. В 2016 был издан приказ. Приказ Министерства образования и науки России об утверждении концепции развития школьных информационно-библиотечных центров номер 715 от 2016 года. В рамках третьего форума в ноябре 2018 проходила совместная разработка модели школьной библиотеки, соответствующей образовательным стандартам. Что интересно, после проекта резолюции был представлен план, то есть дорожная карта реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, утвержденный Министерством образования и науки России в 2018 году. Вот от этой концепции развития школьных информационно-библиотечных центров начался отсчет в региональных, отдали возможность региональным представителям создать некие свои концепции, планы дорожной карты для развития именно своего региона. Таким образом, у нас в Республике Коми в 2019 году, в начале года, тоже был подписан приказ и план дорожной карты по реализации развития школьных информационно-библиотечных центров Республики Коми на 2019-2020 год. Согласно плану развития, в Коми проводится ряд мероприятий для развития школьных информационно-библиотечных центров, результатом которых есть создание этих центров в регионах республики. Если мы будем говорить подробнее о концепции развития
школьных информационно-библиотечных центров именно Республики Коми, то можно сказать следующее. Составлена модель сетевого взаимодействия. Значит, для чего, с какой целью? Наблюдается усиление сетевого взаимодействия библиотек. В целях эффективного развития этих центров общеобразовательных организаций Республики Коми предлагается объединение школьных библиотек и центров в сеть национального масштаба с централизованной поддержкой со стороны единого федерального информационно-методического центра, о котором я говорила, это ФИМЦ, который находится в библиотеке имени Ушинского. И в масштабах республики это Республиканский информационно-методический центр на базе Коми Республиканского института развития образования. Сегодня вам покажу, где находится вся информация, практически, да, и вы посмотрите, где находить всю информацию. Итак, структура сети общеобразовательных организаций предполагает горизонтальную, вертикальную кооперацию информационно-библиотечных центров, библиотек и организаций, поддерживающих их деятельность. Функции регионального информационно-методического центра выполняет оператор взаимодействия, это Коми Республиканский институт развития образования. Далее у нас в школах, в общеобразовательных организациях есть школьные библиотеки, создаются школьные информационно-библиотечные центры, и у нас на республику один муниципальный информационно-библиотечный центр на сегодняшний день. Все они функционируют под республиканским информационно-методическим центром. Вертикальная интеграция обеспечит распространение образовательных моделей практик в целях поддержки деятельности. Что такое вертикаль? Я вам только что говорила, это школьные информационно-библиотечные центры и ШИБЦы подчиняются и находят информацию в центре. Это региональный представитель у нас в КРИРО. И дальше мы являемся представителями уже на российском уровне, представляем наш регион в федеральном информационно-библиотечном центре. Хочется отметить, что развитие школьных информационно-библиотечных центров сейчас стоит главной задачей, приоритетной задачей в развитии школьных библиотек. Обращает большое внимание на развитие школьных библиотек и в нашей республике. Итак, методическая поддержка в республике – это создание на базе Коми Республиканского института центра. Сейчас я вам буду показывать на экране, вы будете видеть всю информацию. Итак, где можно найти информацию? Посмотрите, пожалуйста, на экран. Итак, сейчас у нас прогрузится. Я вам буду показывать на экране, где находится вся информация. Угу. Итак, посмотрите, пожалуйста. Коми Республиканский институт развития образования является представителем Российской Федерации. Наша страничка находится в проектах, и мы найдем с вами региональный информационно-методический центр для библиотекарей. Эта страница является
у нас с вами основной для школьных библиотекарей. Нашими партнерами являются Национальная библиотека Республики Коми и Федеральный информационно-библиотечный центр, созданный на базе библиотеки имени Ушинского. Здесь представлена наша с вами модель сетевого взаимодействия, о которой я вам сегодня говорила. И посмотрев на вкладки, мы с вами видим, что есть в документах, что у нас на сайте представлены конкурсы, которые проводятся, о них мы тоже поговорим. Проводятся мероприятия, к ним относится у нас Библиохакатон, одно из больших мероприятий, которое проводится в этом году второй раз. Дальше у нас есть методическое сопровождение. Здесь находятся вебинары, о них я тоже буду говорить. И у нас с вами мониторинг, результаты мониторинга. Также у нас есть РМО «Школьная библиотека». Здесь ссылка непосредственно на страницу, где находятся все методические объединения. Итак, это региональный информационно-библиотечный методический центр для библиотекарей. Если мы с вами перейдем и найдем на голову выше, то попадем с вами на ФИМЦ. Так можно и набирать этот сайт школьной библиотеки, есть отдельная вкладка. Итак, это наша голова. Федеральный информационно-методический центр. Если мы зайдем на главную страницу, то мы с вами увидим, что они предоставляют очень много информации для того, чтобы школьным библиотекарям работалось легче и понятнее. Посмотрите, очень удобно сделан сайт. В документах вы можете найти документы, нормативно-правовые, методические материалы, инструкции. И если мы зайдем в мероприятие, то мы увидим, что здесь очень интересные мероприятия, которые проводит Ушенко. Остановиться можно на вебинарах. Давайте несколько слов о форумах. Каждый год библиотека имени Ушинского проводит форумы, после которых очень серьезные материалы предоставляются Министерству просвещения Российской Федерации, после чего выходят законы. Так вот, смотрите, форум школьной библиотеки нового поколения, который прошел в этом году в онлайн-режиме, это 5-й всероссийский форум, и его материал вы можете найти, если пройдете дальше. Кто участвовал онлайн, очень хорошо. В этом году представлено очень много практики. Очень много школьных библиотекарей представляли и библиотечные центры, и школьные библиотеки в городе, на селе. Очень интересные практики, которые можно взять себе для работы. Вебинары. Это кладезь библиотеки Ушинского. Они уже разделили их по годам, потому что в этом году, в течение 2020 года, очень много вебинаров проведено за время пандемии, за время карантина весной. Здесь практика. Все, что можно взять себе для работы, читая название. Если вы зайдете на любой вебинар, вам представится видеоматериал,
название, полностью видеоматериал и презентации, которые представляли выступающие данного вебинара. Их можно скачивать, можно смотреть. Много ссылок, которые будут полезны тоже для работы. Итак, это федеральный наш центр, который помогает школьным библиотекарям развиваться, расти. И еще одна очень интересная вкладка – это опыт субъектов Российской Федерации. Здесь представлен опыт работы всех регионов. К сожалению, пока Республика Коми не представила, идет вопрос о том, какую информацию выбрать для представления опыта работы от нашего региона. Потому как у нас проходит замечательно библиохакатон, о котором мы сегодня будем говорить, возможно, какие-то материалы библиохакатона будут представлены от нашего региона. Если вы читаете материалы, смотрите вебинары, то Липецкая область, дальше Удмуртия и еще несколько регионов проводили всероссийские семинары, совещания. Здесь представлен опыт работы этих регионов. Тоже можно смотреть полезную информацию. К чему все это ведется? К тому, что мы с вами двигаемся, растем и растем к тому, чтобы большая часть школьных библиотек перестраивалась таким образом, чтобы в итоге вы создали в школе, в училище, в колледже информационный центр. Как сейчас говорят Ушинки, это центр притяжения всех школьников. Есть клубы по интересам, где танцуют, где-то поют, где рисуют. Здесь же библиотека является по большей части интеллектуальным центром, центром притяжения для проведения свободного времени. Учить читать мы учим, но сейчас идет полная трансформация школьных библиотек, где надо пересмотреть свой вид деятельности. Итак, я перейду к своей презентации и продолжу дальше. На слайдах сейчас вам будет показано, где находить информацию. Это школьная библиотека имени Ушинского, я вам показывала. Да? В помощь библиотекарям платформа Global Lab предлагает свою помощь. Кто смотрел вебинар, где обучали работе на этой платформе, тот посмотрел практический материал, который представлен. Global Lab – это платформа для проектных работ, но библиотекарь тоже может ей воспользоваться, так как здесь предлагается именно для библиотекарей. Посмотрите, сколько участников, сколько проектов создано. И для библиотекарей сделана подборка. Дневник читателя, база исследовательских проектов с тематическим рубрикатором, готовые курсы и кружки для организации внеурочной деятельности, конкурсы, награды, сертификаты самым активным. И здесь возможно создать свой класс, куда пригласить своих учеников своей школы. Потом эти ребята могут предлагать другим ребятам поучаствовать в их проекте, обсудить, сделать какие-то выводы. Самые активные получают сертификаты. Очень интересная платформа. Кому будет интересно, вы можете зайти на сайт Ушинки и непосредственно в вебинарах найти этот материал. Все эти проекты составлены детьми. Ну и информация для библиотекарей, где я вам говорила о
в нашем Коми-республиканском институте образования, региональным представителем, которым является в Российской Федерации наш институт. Итак, если сказать, я хочу донести до вас очень много информации, поэтому, наверное, начинаю где-то прыгать, где-то вдаваться в подробности. Давайте подведу некий итог своего выступления в начале. Итак, у нас с вами есть Федеральный информационно-методический центр библиотеки имени Ушинского, по приказу которого сейчас там работают методисты, работа которых направлена именно на работу школьных библиотек. Это помощь школьным библиотекарям. Региональным представителем является Коми-республиканский институт развития образования, на базе которого создан региональный информационно-методический центр РИМЭЦ, который помогает школьным библиотекарям в методическом сопровождении, в поддержке, в помощи при работе. Итак, что делает РИМЭЦ? Это методическое сопровождение, проведение различных конкурсов. Лучшие практики выставляются на сайте нашего института. Дальше это это нормативные документы, которые выставлены в помощь. Дальше ссылка на методические рекомендации, которые предлагает нам Ушинка. Замечательный материал, который она представляет, помогает молодым специалистам в работе. Дальше практики, которые у нас финансирование, поддержка финансовая, это участие в конкурсе «Лучшая школьная библиотека». В пятницу были подведены итоги. Призовой фонд 800 тысяч рублей, как и в прошлом году. В прошлом году получили 9 школ, в этом году 14 школ получили материальную поддержку благодаря участию в этом конкурсе. Самой большой выплатой призового фонда это 150 тысяч получает библиотечный центр. Вот. И немногие меньше получили школьные библиотеки. Все это проводится для того, чтобы на базе школьных библиотек рассматривался вопрос все-таки организации информационно-библиотечного центра. Трансформация библиотеки, как говорит сейчас Ушинка, стоит на первом месте. Что это значит? Школьному библиотекарю следует перестраиваться, переделываться, рассматривать разные формы работы со школьниками. После проведения мониторинга школьных библиотекарей, где в строке «Представьте свой опыт работы», большая часть написали библиотечные часы, библиотечный урок. Когда стали созваниваться и спрашивать, в чем заключается, это банально просто проведенный урок. Сейчас все это делается немножко в другом формате, учат проводить различные эти библиотечные уроки в разных формах. И у нас, у нашего центра регионального есть предложение продолжить на следующий год представление опыта работы, как это было в этом году на библиохакатоне. Методическая поддержка. Методическая поддержка, которую оказывает региональный центр, создает благоприятные условия для создания новых школьных информационно-библиотечных центров. После проведения библиохакатона в прошлом году, где рассматривался вопрос, в принципе, что такое информационно-библиотечный центр и чем отличается от библиотеки, еще 3 школы создали свои центры. Это очень радует, и после проведения в этом году конкурса «Лучшая школьная библиотека», получив
призы в денежной форме. Я думаю, многие библиотеки также создадут школьные информационно-библиотечные центры, а у них все есть для того, чтобы это сделать. Мы не говорим о том, чтобы это была каждая школа, но мы говорим о том, чтобы в каждом муниципальном образовании была хотя бы одна библиотека, в которой бы организовался школьный информационно-библиотечный центр. Таким образом, у нас будет создана сеть школьных информационно-библиотечных центров, и связь между ними будет налажена. Каким образом? Обмен информацией и помощь школьным библиотекам, у кого нет доступа к различным ресурсам. О чем это говорит? Если проводить конкурсы между школами, школьными библиотеками, то сделать это легче в информационно-библиотечном центре, у которого будет места больше, ресурсов больше, возможностей неких других. Такие мероприятия уже проводятся, и сеть таких библиотек уже организуется. По итогам этого года, что хочу сказать, на конкурсе «Лучшая школьная библиотека» принимали участие библиотекари. И одна из библиотекарей именно создала сеть школьных, объединила вокруг себя школьные библиотеки, потому что на базе их школы интернет получше, связь получше, но проблемы тоже есть. Вышла она таким образом, сделала это через мессенджер, это группу ВКонтакте, где привела замечательный конкурс. Это как вариант, это трансформация школьной библиотеки в этом и заключается. Не только находить информацию и доступ через интернет школьной библиотеки, а связывать ребят другими способами. Замечательный сайт, который ведет библиотекарь 25-й школы города Сыктывкара, показывает, что интерес к библиотеке есть, и дети активно посещают библиотеку ту, в которой интересно. Отдельный вебинар проводила Ушинка даже по этой теме. Библиотека, в которой интересно. Создание сайтов, создание группы ВКонтакте. Да, это опять-таки мы говорим о том, что гаджеты, но от них никуда не уйти. Можно использовать эти гаджеты с удовольствием и для пользы дела. Сегодня домашние задания мы с вами будем выполнять тоже в некой программе, которая поможет библиотекарям в дальнейшем работе. О ней мы будем говорить позже. Итак, к чему вся эта информация? К тому, что у нас в Республике Коми мы будем помогать школьным библиотекарям при создании школьных информационно-библиотечных центров, объяснять, что это, как это, зачем это и почему все-таки детям будет лучше именно в школьном библиотечном центре. Библиотекарь как таковой сейчас должен выходить за рамки своей библиотеки. Каким образом это делается? Использование точки роста, использование кабинета информатики, использование рекреации, коридоров школ позволит библиотекарю сделать библиотеку шире. Да, это возможно, это реально, и это уже используется у нас в Республике Коми. Есть замечательные методические рекомендации, которые предлагает нам библиотека имени Ушинского. Они вышли в августе
2020 года называются следующим образом: «Методические рекомендации по организации деятельности информационно-библиотечного центра образовательной организации». Подготовили ее методисты на основе всей информации. Они обработали зарубежных представителей, которые тоже работают над тем, чтобы детям было комфортно в библиотеке, по развитию библиотек. И на основании этого создали методические рекомендации. Как они пишут в своей аннотации, обсуждение основных положений моделей БЦ в образовательных организациях проводилось на международных, федеральных и региональных научных и отраслевых площадках и сетевых ресурсов информационного центра библиотека имени Ушинского. Доработанные материалы с учетом высказанных мнений и замечаний легли в предлагаемые материалы и содержат описание функций всех направлений деятельности информационно-библиотечного центра образовательной организации. Сюда же идет подключение библиотек культуры. Взаимосвязь с библиотеками культуры идет еще плотнее. И наши партнеры, это Надбиблиотека Республики Коми, нам очень хорошо помогает в этом направлении. Сейчас рассматривается создание некого проекта с образовательными организациями. О нем мы расскажем после Нового года. Итак, отдельно отмечает Ушинка, что по согласованию с региональными органами управления образованием и на основании региональных документов информационно-библиотечный центр может выполнять роль координационного и информационно-методического центра муниципального или регионального значения. В таком случае в его деятельности должно быть выделено отдельное координационное направление, которое реализует следующие функции. Это обеспечение доступа школьной библиотеки и информационного центра к сетевым ресурсам ограниченного пользования. То есть информационно-библиотечный центр по возможности должен быть подключен к электронным библиотекам и медиатекам. Дальше методическая консультативная поддержка на уровне муниципального образования и содействие в организации повышения квалификации библиотечных работников муниципального образования. Также информационно-библиотечный центр может выполнять функции регионального ресурсного центра по различным образовательным направлениям. Например, физико-математический региональный центр, краеведческий, исторический. В Российской Федерации несколько школ создали информационные центры по направлениям. То есть выбрали одно направление деятельности, в котором участвует большая часть школьников. Есть краеведческий ИБЦ, есть информационно-библиотечный центр, который работает по созданию видеороликов, и есть информационно-библиотечный центр, если я не ошибусь, у них краеведение, экологическая направленность. Все это представлено на практиках у региональных представителей. Остановлюсь немножко подробнее на методических рекомендациях, которые предлагает нам библиотека имени Ушинского. Итак, разработанные рекомендации к деятельности включают в себя наличие не менее 2 ставок сотрудников подразделения. Да, в школьном информационно-библиотечном центре рекомендуют, чтобы было 2 библиотекаря. Заведующий, библиотекарь, педагог-библиотекарь и методист. Учитывая, что штатное расписание образовательной организации согласно действующим нормативно-правовым документам разрабатывается, и в зависимости от количества обучающихся должностные обязанности должны перераспределяться между количеством сотрудников в БЦ, то значит,
будут рассмотрены документы рассматриваются сейчас документы об изменении этих нормативов. В случае, если в штате информационного центра работает только один человек, то он осуществляет весь необходимый спектр работы, исходя из норм времени, отведенных на их выполнение. То есть в библиотеке в школьной работают, согласно статистике сейчас нашей по региону, библиотекари на полставки, либо по полставки разбивают двум библиотекарям, то в информационно-библиотечном центре должна быть одна ставка библиотекаря обязательно. Никаких половинок. Если мы посмотрим с вами на то, что нам предлагают в методических рекомендациях, то очень хорошо прослеживается общее положение, цели и задачи информационного центра. Дальше основные функции, которые должен выполнять информационно-библиотечный центр. Дальше очень подробно написано об организации деятельности. Это общие требования, требования к фондам, к организации пространства, к техническому и программному обеспечению, требования к режиму. Дальше. Можно найти права и обязанности сотрудников, пользователей этим центром. Даны рекомендации по оборудованию пространственно обособленных зон. Зоны доступа к информационным ресурсам, для самостоятельной работы, для коллективной работы, презентационной, рекреационной зоны, зоны книгохранения. Дальше. Есть рекомендации по формированию штатной численности сотрудников в зависимости от количества детей в классе и от количества комплект-классов. Мы говорили только что о том, что на рассмотрении у Министерства просвещения этот вопрос, и после Нового года будем ждать результаты о штатном расписании именно в информационно-библиотечном центре. В этих методических рекомендациях по организации деятельности информационно-библиотечного центра все написано подробно. И во второй половине нашей встречи в середине, это следующим часом, мы подробнее рассмотрим зоны и каким образом в школьной библиотеке можно создать информационно-библиотечный центр, используя все пространство школы. Те, кто нас слушает, скажите, пожалуйста, у меня к вам предложение. Каждые последние 5 минут, 5-7 минут каждого часа делать некий перерыв на кофе-паузу. Как вам такое предложение? Напишите, пожалуйста, в чате. И в 10:50 мы сделаем перерыв ровно 10 минут для того, чтобы вы смогли посмотреть, найти информацию, сделать кофе-паузу, перерывчик небольшой. Спасибо большое за согласие. Я думаю, так и сделаем. Да? Без 10 мы с вами 50 минут сделаем небольшой перерыв. Итогом этого часа в итоге первого часа нашего общения я хочу подвести и сказать вот о чем. В Российской Федерации открытие и создание школьных информационно-библиотечных центров сейчас очень актуально, и это возможно просто потому, что идет хорошее финансирование этих библиотечных центров. Если мы посмотрим в нашей республике, я не буду говорить про федерацию, в нашей республике, то, судя по конкурсу, который проводился у нас «Лучшая школьная библиотека», где идет финансовая поддержка школьных библиотек, то можно сделать вывод, что это реально, это возможно, и
и это нужно. Библию Хакатон, которую мы с вами обсудим на втором часе нашего общения, показал, что на самом деле школьная библиотека – это и есть центр притяжения всех ребят, независимо, чем они занимаются, спортом или искусством. В библиотеке им интересно, это некое другое направление. И школьную библиотеку уже пора превращать в информационно-библиотечный центр, расширяя свои пространства. Мы не говорим сейчас о том, что квадратные метры увеличить нельзя. Все прекрасно об этом понимают. Нельзя, но возможно с помощью другого момента. Возможно это сделать с помощью задействования рекреации, с помощью использования кабинета информатики, с помощью использования точки роста, актового зала. Выходим за пределы школьной библиотеки как таковой, где стоят стеллажи и есть место библиотекаря. Все зависит от того, как работает школьный библиотекарь. Почему такой вывод? Потому что, наверное, подводя итоги работы школьных библиотек всего нашего региона, я смею сказать это открыто, что есть библиотекари, у которых нет возможности в библиотеке. Но что они делают? Как собирают детей, какие мероприятия проводят, как они привлекают детей к чтению, говорит о многом. И они не кричат, что у них нет интернета в школе, что у них маленькая площадь, что у них чего-то нет, каких-то ресурсов. Они просто, давайте так, исходят из того, что есть у них в наличии. Это очень приятно, это очень отрадно, и таких примеров много. Поэтому хочется помочь и сделать так, чтобы было лучше, шире. И у каждого из вас была возможность это сделать, создать школьный информационно-библиотечный центр на базе вашей школы, лицея, колледжа. А это, поверьте, реально возможно. Во втором часе сейчас мы сделаем перерыв на 10 минут, и в следующий час мы с вами остановимся конкретно о создании школьного информационно-библиотечного центра на базе школы. Как его можно сделать, как организовать, что для этого надо. И в конце, как я уже говорила, у нас будет домашнее задание, я его так назвала, домашнее задание, мы его выполним здесь в онлайн-режиме. Это будет некий мостик на завтрашний день. Если у вас есть какие-то вопросы по первой части о концепции развития школьных библиотек, о школьном информационно-библиотечном центре, подумайте, пожалуйста, во время перерыва и напишите в чат свои предложения, вопросы по поводу информационно-библиотечного центра. Знакома ли вам деятельность таких центров? Может быть, у кого-то есть знакомый библиотекарь, который уже работает в таком центре. Сразу скажу, что информационно-библиотечных центров в республике у нас всего 6. Это мало. Почему? Потому что у нас в регионе 324 школы. Есть начальные, но если взять в среднем, около 300 школ общеобразовательных, в которых есть школьные библиотеки. Вот у меня вопрос к вам на перерыве. Что вы знаете вообще о школьных информационно-библиотечных центрах?
напишите, пожалуйста, в чате. И в 11 часов мы с вами встречаемся вновь, чтобы обсудить уже более конкретно и понять, что такое информационно-библиотечный центр и как его создать на базе школьной библиотеки. Спасибо вам большое сейчас за внимание. Итак, до 11 часов мы с вами делаем кофе-паузу. Спасибо. Итак, еще раз добрый день. Те, кто к нам подключился, мы продолжаем наши курсы. И сейчас поговорим о том, с вами, как создать школьный информационно-библиотечный центр на базе школы. Есть опыт работы, который представили у нас школы на библиохакатоне. Представили свой опыт работы, как они сделали зоны, как они сделали документы, подготовили, каким образом все это у них проходило. Можно будет найти эту информацию на сайте их школ, все посмотреть. Ну, а мы с вами сегодня обсудим этот материал с помощью методических рекомендаций по организации деятельности информационно-библиотечных центров, общеобразовательных организаций, методических рекомендаций, которые представили нам библиотека Ушинского. Итак, если мы будем говорить об общих положениях, то центры создаются как структурное подразделение образовательной организации и участвуют в учебно-воспитательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными ресурсами и реализующие информационное, образовательное, методическое, культурно-досуговое и в ряде случаев координирующее направление деятельности, в том числе с применением сетевых форм взаимодействия и партнерства. Обратите внимание, что у нас сейчас начинают в нашем лексиконе появляются новые слова. Это сетевые формы. Да, библиотека сейчас очень активно использует эти формы работы. Дальше. Статус информационно-библиотечного центра присваивается библиотеке приказом директора при условии соответствия требованиям, закрепленным в настоящем документе. Этот документ составляется на основе... Значит, что делается? Библиотекарь создает некую команду единомышленников, которые будут помогать ему в развитии этого центра. Это могут быть библиотекарь, учитель информатики, это обязательно завуч по воспитательной работе, который будет непосредственно курировать деятельность центра в своей общеобразовательной организации. Это может быть творческий человек, который будет помогать библиотекарю. Создается некая команда и прописывается положение, с которым приходят к руководству, и на основе этого положения директор издает приказ о создании школьного информационно-библиотечного центра. В этом положении должны быть прописаны все основные пункты, о которых мы сегодня с вами поговорим. Сейчас мы говорим об общих положениях, дальше будем говорить подробно о том, что можно еще включить в это положение информационно-библиотечного центра. К общим правилам в положении относится общеобразовательная организация, несет ответственность за деятельность ИБЦ, включая доступность и качество информационно-библиотечного обслуживания. Организация деятельности ИБЦ производится в соответствии с правилами техники безопасности, противопожарными и
и санитарно-гигиеническим требованиям. Основной целью деятельности информационно-библиотечного центра общеобразовательной организации является обеспечение права участников образовательного процесса на пользование библиотечно-информационными ресурсами и создание условий для образовательной, культурно-досуговой, методической, координирующей деятельности, в том числе с применением сетевых форм взаимодействия, партнерства. Если мы говорили о том, что если вы задаете тему вашего информационно-библиотечного центра, направление определенное, то вы прописываете это в целях и задачах. С помощью чего цель будет у нас достигнута? С помощью того, что информационно-библиотечное сопровождение учебного процесса будет как учащихся, так и педагогов. Дальше. Образовательная деятельность с целью интеллектуального и профессионального развития личности и профориентации детей и подростков. Да, информационно-библиотечный центр проводит профориентацию и все, что с ней связано. Дальше. Культурно-просветительская досуговая деятельность по формированию культуры чтения, развитию творческих, интеллектуальных способностей учащихся, воспитанию духовной богатой, нравственной, здоровой личности. Это одна из задач информационно-библиотечного центра. Если по профориентации скажу несколько слов. Школьная библиотека могла предоставлять просто некую информацию ребятам о том, какие профессии есть, знакомить, может быть, с новыми профессиями, то функция информационно-библиотечного центра в данном направлении очень серьезная. Это некий план мероприятий по профориентации школьников. Вменяется в обязанности этого центра библиотекаря, который будет работать в этом информационно-библиотечном центре. Он будет отвечать полностью за профориентационную работу. Итак, еще одной задачей является продвижение лучших практик информационно-библиотечной, образовательной, культурно-досуговой, методической и других видов деятельности библиотеки общеобразовательного учреждения. Да, ИБЦ становится центром внимания для всех сотрудников школьных библиотек, которые находятся в том или другом муниципальном образовании. И, как я уже говорила, создание информационно-библиотечного центра хотя бы одного в каждом муниципальном образовании к концу 2021 года должно стать главной задачей развития информационно-библиотечных центров в Республике Коми. Итак, какие функции у нас у информационно-библиотечного центра? Он должен обеспечивать реализацию следующих направлений деятельности. Итак, библиотечно-информационное направление – это создание справочно-библиографического аппарата, электронный каталог, формирование и комплектование учет фондов, обслуживание как библиотечно-информационное, так и справочно-библиографическое. Дальше введение статистической отчетности, учет и хранение информационных и методических материалов, которые создаются в общеобразовательной организации. Дальше предоставление услуг, которые включают печать, сканирование и копирование документов из фонда библиотеки. Да, каждый информационно-библиотечный центр желательно, чтобы был оснащен именно копировальной техникой, как мы говорим, МФУ, для того, чтобы дети смогли скопировать, отсканировать те статьи, те строчки, те страницы, которые им необходимо будет как информацию взять с собой домой, чтобы не носить книги. Да? То есть у детей должна быть эта возможность сканирования и копирования. Если мы возьмем функцию образовательного направления, то здесь формирование навыков пользования библиотечными информационными ресурсами, формирование навыков цифровой грамотности, информационной культуры. В этом направлении завтра у нас с вами проведет Саврасова Наталья Леонидовна.
практикум использования каталога Национальной библиотеки Республики Коми. Как правильно искать книги, какие сейчас у этой библиотеки есть возможности для того, чтобы быстро найти книгу, а также, если ее нет, заказать. Да, сейчас это возможно, и об этом Наталья Леонидовна будет говорить. Как раз это цифровая информационная культура у нас будет, да. Дальше. Педагогическое сопровождение индивидуальной групповой проектной деятельности. Вы знаете о том, что дети сейчас пишут проекты, и библиотека тоже может участвовать в этом направлении. Можно организовать детей, написать проект по библиотеке. Это очень интересно, и опыт работы такой же есть у нас в Республике Коми. Дальше. Обучение правилам оформления и презентации результатов проектной деятельности. Мы пришли к тому, что не мы, а и Федеральный информационный центр тоже говоря о том, что создание презентаций, видеороликов и работа с некими программами, которые помогают детям составлять презентации, видеоролики, этому всему должен обучать библиотекарь. Это изучается не на уроке информатики, а именно библиотекарь учит детей составлять правильно презентацию, дальше делать некий видеоролик. И если библиотекарь владеет другими программами, которые он может представить, это тоже идет как обучение школьников. Ну вот я вам покажу завтра тоже на практике использование еще одной программы, которая поможет библиотекарям создавать. Вы увидите, что это будет за продукт. Это очень долго перечислять. Вы завтра все увидите. Программы, которые будут помогать вам в работе с детьми, со взрослыми даже. Старшие ребята могут что делать? Помогать малышам в поиске информации, либо в создании видеороликов. Очень приятно было, что весной этого года, в период пандемии, карантина всероссийского, когда мы сидели все на карантине, мы проводили конкурс буктрейлеров. Изумительные работы прислали ребята. Участвовали библиотекари. Тема была посвящена книгам о Великой Отечественной войне. Буктрейлеры пришли изумительные. Дети представили такие работы, рассказали историю очень интересных рассказов. Это для чего создается буктрейлер? Для того, чтобы привлечь опять внимание к чтению именно этого произведения. Буктрейлер – это некая реклама книги. Чтобы сделать его интересным, чтобы заинтересовать читателя, надо владеть созданием этой программы. Так вот, библиотекарь, наверное, должен, я скажу, да, рекомендовано библиотеку знать несколько программ, с помощью которых можно создать такой видеоролик. Буквально минута-полторы. И как правильно создается этот буктрейлер, его технику, его задачи, что в буктрейлере не рассказывается полностью сюжет, есть какие-то моменты, которые интригуют. То есть всем этим занимается библиотекарь, изучая программы, с помощью которых можно создавать некий продукт для своей библиотеки. Скажу еще о буктрейлерах. Эти буктрейлеры о книгах о Великой Отечественной войне можно найти у нас на сайте методической копилки и использовать эти буктрейлеры у себя в библиотеке. Единственное, что просьба, говорите, кто это создал, кто участвует. В этих роликах все это написано. Говорите, что это создают дети, откуда они, сколько им лет, чтобы ребятам было интересно. Буктрейлеры были у нас по возрастам, возрастной категории разделены.
Давайте мы с вами дальше пойдем по основным функциям информационно-библиотечного центра. Это у нас были функции образовательного направления, то есть еще раз скажу, что библиотекарь учит ребят создавать правильно презентацию и знакомить ребят с некими программами, с помощью которых можно создать какой-то свой продукт деятельности. Итак, следующая функция – это культурно-досуговая направленность, где подразумевается воспитание гражданской идентичности, общечеловеческих ценностей, нравственных основ через книгу чтения, популяризация чтения как основного вида познавательной деятельности, приобщение школьников к важнейшим достижениям. Смотрите, если тут смотреть о популяризации чтения, как раз вот буктрейлеры, да, помогают нам в этой ситуации. Итак, организация проведения интеллектуальных игр. Есть у нас в республике очень много практик, где библиотекари используют проведение интеллектуальных игр в библиотеках. Они берут игры, которые очень любят дети. Это популярная игра, которая стала очень важна очень интересна для взрослых. Это квиз-плиз. Дальше умники, умницы очень хорошо идет. Где логика? То есть библиотекари тоже владеют технологией проведения таких мероприятий и проводят у себя в библиотеке. Ребята очень охотно готовят сами материал, подготавливают некие презентации, видеоролики для того, чтобы программа прошла, мероприятие прошло в более интересной форме. Дальше. Руководство клубами по интересам и читательскими объединениями. Такое тоже у нас в республике есть, когда проводят на базе библиотеки различные клубы по интересам, именно в направлении читательском. Да? Дальше. Функции методического направления. Это аналитическая работа по выявлению, апробации различных инструментов, направленных на популяризацию книги и чтения. Дальше. Это содействие процессу внедрения и использования электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Если говорить о дистанционных технологиях, то очень хороший вебинар привела, не скажу сейчас фамилию, от библиотеки имени Ушинского, библиотекарь, по-моему, Чебоксарской школы, где в период сидения дома, как она говорит, мы не оставляли работу библиотеки. То есть у нее на дистанте столько много возникло идей, она все их воплотила, осуществила, и ребята подготовились к ЕГЭ замечательно. Те, кто сидел в среднем звене дома, у нее тоже были свои какие-то интересные мероприятия. То есть на дистанте она работала, и работала, как она говорит, с утра до вечера. Можно этот материал найти на сайте библиотеки Ушинского. Очень интересный представлен опыт. Дальше. К функции методического направления относится и методическая поддержка деятельности педагогических работников в области создания цифровых образовательных ресурсов с применением различных программ, сервисов и инструментов. То, о чем я вам говорила немножко выше. То есть не только с ребятами мы это проводим, но проводим такие занятия и с педагогами. Да, очень отрадно, но педагогам тоже важно знать, как правильно составляется презентация, если кто-то не знает. И в этом направлении помогает именно библиотекарь, который обучает, как это делать правильно, интересно, и чтобы это было презентабельно, как мы говорим. Да? Дальше. Также сюда идет информационная поддержка процессов самообразования учащихся и педагогов, содействие в разработке индивидуальных образовательных траекторий. И сюда же мы включаем работу с родителями. Это тоже немаловажная часть, когда родители у нас принимают участие в образовательном процессе, да, участвуют у вас в конкурсах каких-то,
читательских конференциях каких-то, я не знаю, что вы там еще проводите, да, мероприятиях, либо в качестве члена жюри, либо участника, либо в качестве кого вы их привлекете, поэтому родители здесь тоже играют немаловажную роль, да, в развитии информационно-библиотечных центров, так же, как и школьных библиотек. Дальше функции направления информационного развития. Здесь информирование участников образовательных отношений о ресурсах и возможностях библиотечного центра, консультирование по вопросам популяризации книги, участие в конкурсах и проектах, посвященных вопросам чтения книг, формирование позитивного имиджа и трансляция опыта работы по различным коммуникационным каналам. Это опять где выступления на конференциях, проведение семинаров, вебинаров. Этот опыт у нас тоже есть в республике, когда библиотекари одного муниципального района по видеоконференц-связи проводят у себя, представляют опыт работы, либо проводят какие-то методические объединения. Очень хорошо в этом направлении УСИНСК работает. Был представлен опыт, рассказан, поэтому мы об этих опытах работы начнем говорить подробнее на следующий год, собирать эту всю информацию и информировать всю республику о том, что у нас происходит. Дальше. Формирование позитивного имиджа и трансляцию опыта работы. Мы сказали, осуществление взаимодействия со всеми организациями субъекта Российской Федерации федерального значения, имеющими информационные ресурсы. То есть здесь говорится о том, что это подключаются к работе Министерства культуры. Дальше музей, вузы. Мы все библиотеки собираем вокруг себя, все вместе объединяемся и работаем в одном направлении. Библиотеки культуры, в частности, Национальная библиотека Республики Коми, проводит очень много мероприятий именно для школьных библиотекарей, для ребят, которые представляют школьные библиотеки. Да, команда может собраться, и представители одной школы участвовать в этих мероприятиях. Дальше Национальная библиотека проводит выездные мероприятия. Можно заказать у них проведение тематического мероприятия, где у нас библиотека подготовит хороший материал и представит вашему вниманию. Проведет это мероприятие с ребятами. Все об этих услугах, обо всех расскажет Наталья Леонидовна завтра при встрече с вами на курсах. Это все функции, о которых мы с вами проговорили, то, что, в принципе, возлагается на информационно-библиотечный центр. Для вас это покажется слишком большим материалом, слишком много всего, скажете вы. Нет, вы все это делали. Просто сейчас все это собрали воедино, конкретизировали, может быть, немножко расширили функционал вашей деятельности, возможно, в каких-то направлениях, но стало четко и понятно, что вы, как руководитель информационно-библиотечного центра, должны уметь и делать, да? Итак, организация деятельности, если мы поговорим об этом, то общие требования, которые применяются к организации деятельности библиотеки, для каждого направления деятельности разрабатывается, утверждается в восстановленном порядке план работы на учебный год, который включается в общий план работы библиотеки, центра мы говорим, да, и должен быть отражен в годовом плане работы образовательной организации. Деятельность центра в пределах средств, выделяемых учредителем, должно быть обеспечена гарантированным финансированием. Это мы говорим о комплектовании библиотечно-информационных фондов. Дальше необходимыми помещениями для организации пространства в соответствии с нормативами. Дальше современными техническим оборудованием, средствами коммуникации. Дальше необходимым кадровым составом, ремонтом и сервисным обслуживанием техники и оборудования и условиями, обеспечивающими сохранность материальных ценностей. Мы сейчас сказали о том, что
мы уже вышли за рамки библиотеки, мы используем пространство всей школы. Да, и здесь одному библиотекарю, понятно, не уследить, поэтому ему помогают и с программным обеспечением, и с кадровым составом, и с помещениями как таковыми. Это рекреация школы, кабинеты, актовый зал, может быть, спортзал для каких-то мероприятий вам понадобится, чтобы у библиотекаря был такой же доступ, и руководство школы знало об этом и не препятствовало, получается, да, согласно положению уже информационно-библиотечного центра. Чтобы все это было понятно, библиотекарю следует написать план работы, где вы учитываете, где вы это проводите, с кем проводите, какое помещение вам для этого надо. И все это обговаривается с руководством школы, вносится в план работы, как здесь уже было сказано. Таким образом, вы являетесь частичкой школы, да, библиотекарь, за пределами своего пространства как таковой библиотеки, мы уже говорили, да. Требования к фондам, информационным ресурсам, это вы как библиотекарь уже знаете, да. Мы на этом не будем останавливать свое внимание. К организации пространства хочется на этот пункт обратить ваше внимание. Материально-техническое оснащение должно обеспечивать возможность выполнения стоящих перед ним задач и может варьироваться в зависимости от финансовых и организационных возможностей общеобразовательной организации, прописано в требованиях к организации пространства. Что хочется сказать по этому поводу? Вот здесь вот, наверное, скажу о том, что можно использовать кабинеты, о которых я говорила, да, это точку роста, актовый зал, спортивный зал, для того, чтобы проводить свои мероприятия. Прописывается площадь помещения библиотеки для одного сотрудника, определяется из расчета. Здесь нормативные какие-то цифры, которые подтверждают, как это проводить, что, то есть нормативные акты, да. И здесь же в этом разделе говорится о наличии пространственно обособленных зон. Пространство для организации доступа к информационным ресурсам временного пользования – это абонемент, административная зона. Дальше пространство для самостоятельной работы с ресурсами на различных типах носителей. Это зона читального зала и индивидуальной работы. Зону читального зала благополучно можно выносить в рекреации, да, либо некий какой-то класс, кабинет, пространство, которое находится рядом с библиотекой, чтобы библиотекарь мог контролировать книги вне помещения библиотеки. Дальше трансформируемое пространство для коллективной работы. Как сейчас это говорится, коворкинг-зоны, то есть некое место, где можно собрать большое количество детей. Мы говорим обычно, это актовый зал, зона, точка роста, кабинет некий, где стоит много стульев. Актовый зал тоже здесь может быть использован. То есть зона для коллективной работы, где можно собрать в пределах класса, наверное, да, группу детей больше 10 человек. Пространство для проведения массовых мероприятий, презентаций, выставок. Мы говорим о том, что здесь должен быть экран, где можно будет проводить презентации неких продуктов, да. Если это видеопродукт, то мы показывать сможем его, ролик на экране. Если это будет некий какой-то книга, то тоже презентацию этой книги тоже можно будет представить, да, как саму книгу, так и презентацию к ней. То есть здесь место, где можно смотреть на экране что-то, что показывают. Дальше. Рекреационное пространство – это зона для досуга и отдыха. Здесь можно как спортзал, так и рекреацию использовать для проведения массовых мероприятий, досуга какого-то с детьми.
Книгохранилище, зона хранения фондов тоже входит в организацию деятельности библиотечного центра. И если вы посмотрите методические рекомендации, то в 7 разделе будут даны рекомендации к оборудованию пространством библиотечных зон. То есть что в каждой зоне можно поставить по нормативным документам или предлагается поставить, чтобы было комфортно всем участникам, всем пользователям, да. Дальше, помимо обязательных зон в соответствии со спецификой деятельности общеобразовательной организации, в библиотечном центре могут быть выделены и другие зоны, организованные как внутри одного помещения, видеостудия, лаборатория, робототехники, издательский какой-то комплекс, так и за его пределами. Это коридоры, рекреация, актовый зал, помещение партнеров, то есть это залы музея, то есть ваша библиотека может выйти, я не знаю, в библиотеку культуры, и вы с ними договоритесь, что в какой-то определенный день вы будете проводить совместные мероприятия. Это будет тоже как зона выхода из своей школьной библиотеки, зона помещения партнеров, получается, да? Вот. То есть одно и то же помещение может одновременно выполнять функции нескольких зон. И это нормально, потому что, говоря о том, что библиотека в свое время, когда создавались эти школы, строились, занимала минимальное место, то сейчас мы говорим о том, чтобы трансформация библиотеки проходила другим образом. Библиотека выходила за пределы своего пространства. Так, Надежда нам предлагает, что надо меняться, но обучать надо библиотекой, например, работать с видеороликами. Да, я с вами целиком и полностью согласна. И в плане нашей работы у КРИРО стоит такой момент, чтобы обучать библиотекарей работе с некоторыми программами, которые помогут вам в работе. Это планируется делать со следующего года. Мы будем проводить тематические вебинары. Вам будут показаны работа по созданию презентации для библиотеки, по правильному составлению презентации, что надо учитывать. Дальше это будет обучающий вебинар по созданию видеороликов, по написанию проектов, тема, которая западает у нас, да. Проект – это очень серьезно. Вот, но это очень интересно, создание проектной деятельности в библиотеке. На примере я вам скажу такой пример проектной деятельности, когда дети, изучая свой край, не могли найти информацию, книги, то есть в каждой книжке по чуть-чуть. Проект родился, когда дети стали готовить информацию в своем родном крае. Они сказали, когда собрали всю информацию, предложили создать свою книгу о своем крае. Вот это и стало идеей проекта. Они собрали всю информацию, создали свою книгу и презентовали ее своим одноклассникам. Таким образом, идея проекта какая была? Создание книги о родном крае. Они ее сделали, теперь этой книжкой могут пользоваться все остальные ребята в школе. То есть здесь и печатная продукция, да, и поиск этих фотографий, информации, все это включено было в проектную деятельность. Это называется проект, и у него есть некий продукт. То есть вебинары по обучению, создание проекта именно в библиотеке мы тоже планируем провести. То есть смотрите, получается, у нас уже набрались несколько таких интересных вебинаров, где специалист будет говорить о том, как это делать, обучать, да, и мы приведем примеры, очень хорошие примеры по созданию тех же видеороликов, буктрейлеров, как мы их называем, да, либо презентация своей книги. Спасибо вам за предложение, за вопросы. Конечно, мы это планируем и будем это делать. Можно я отвечу на один вопрос Татьяны?
библиотеку с мероприятием для определенной группы детей. Это не будет платно, библиотека это предлагает делать бесплатно. Это у них входит в план работы со школьными библиотеками. У них есть выездная машина для отдаленных школ Республики Коми. Если есть дорога, и это будет запланировано заранее, они проводят, могут провести полдня именно в вашей школе, то есть некий прям план проведения нескольких мероприятий именно в вашей школе, и это будет бесплатно. Давайте мы Наталье Леонидовне напомним, чтобы она нам завтра рассказала и ответила еще раз подробнее на этот вопрос. Хорошо? Потому что она уже об этом говорила и представляла. Так, ну что, я пока продолжу, да, про зоны. Ну, о том, что состояние помещений должно отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам Санпина и пожарной, об этом беспокоится администрация школы, да, все это обсуждается, обговаривается. Образовательные организации коррекционного типа или осуществляющие инклюзивное обучение дополнительно предоставляют своим посетителям необходимые условия для доступа к информационным ресурсам. Да, это сейчас важно, и надо это иметь в виду. Дальше техническое программное обеспечение. Ну, здесь мы выходим из того, что может школа, какие доступы у нее есть, по максимуму, конечно. Это подключение, это точка интернета непосредственно в библиотеке. Это несколько компьютеров для работы. Это компьютер, либо ноутбук, моноблок, как хотите назовите, да, лично у самого библиотекаря. Это требования информационно-библиотечного центра, как центра, предоставляющего эту услугу, да, поиск информации. Как искать информацию, наличие демонстрационного оборудования, экрана и тому подобное, технического обеспечения тоже должен поработать информационно-библиотечный центр, чтобы у него это все было. Ну и вопрос, который очень тревожит всех, это численность и квалификация персонала, да, что подразумевает штатное расписание. Да, его формирует руководитель общеобразовательной организации. Количество ставок в штатном расписании рассчитывается в соответствии с нормами труда на работу, выполняемую в структурном подразделении и закрепленными в плане работы информационно-библиотечного центра. Помимо заведующего, в штатном расписании могут быть должности педагог-библиотекарь, библиотекарь, технический специалист, методист. Сотрудники должны иметь профильное образование и соответствовать квалификационным характеристикам, изложенным в приказах. Что очень интересно и немаловажно, к обеспечению деятельности информационного центра может быть предусмотрено привлечение других участников образовательного процесса. Это преподаватель информатики, учитель-предметник, методист, завуч по учебно-воспитательной работе, технический специалист при условии внесения соответствующих изменений в должностные инструкции данных сотрудников, о чем я говорила вам выше, и здесь подтверждение моим словам. Вы должны, руководство школы обязано прописать этим участникам группы, дополнительные условия, да, в инструкции. То есть если учитель информатики принимает участие в развитии школьного центра библиотечного, и он будет ремонтировать или там предоставлять доступ к интернету, будет это контролировать, то что ему в инструкции, в должностных инструкциях должны прописать этот пункт, что он работает и в библиотечном центре тоже, да? Вот. Что я хочу сказать о штатном расписании. Педагог-библиотекарь, у него больше функций, у него другой, ну, как сказать вам, да,
другие обязанности, другие возможности. Если библиотекарь заканчивает культуру, то в школе ему немножко сложнее. Ему надо пройти курсы по переподготовке, чтобы получить приставку педагог-библиотекарь. К чему сейчас все это идет? К тому, что в школах по большей части будут работать и, наверное, обяжут, чтобы были педагоги-библиотекари, потому что, согласно ВГОСам, обязанности библиотекаря немножко другие. Библиотекарь должен вести именно обучение, где библиотекари, которые заканчивают культуру, этого, в принципе, они делают это, но немножко другой функционал, да. Этот вопрос очень серьезно подняли на форуме, который проходил в прошлом году. И скажу больше, библиотека имени Ушинского, как методический центр, представляющий всю Россию по работе со школьными библиотекарями, представил эту информацию и просит Министерство просвещения пересмотреть нормативы, таблицу в связи с изменением государственных стандартов. Поэтому давайте подождем, на следующий год будет нам все известно. Так, если запланировать на март. Татьяна, да, давайте мы с вами завтра Наталье Леонидовне зададим этот вопрос, да, она вам покажет, как правильно оформить заявку на мероприятие, как это все проходит. Все это сделать можно дистанционно на сайте Нацбиблиотеки, хорошо? Я себе сделаю пометку, чтобы у нее об этом спросить. Угу. Ну и что дальше? Если мы будем говорить о правах и обязанностях сотрудников, то они прописаны также в методических рекомендациях, да. И если мы посмотрим рекомендации по оборудованию пространственно обособленных зон, то здесь что прописано? Что вы можете применить в этих зонах? Для чего, собственно, они организованы? Ну, например, оснащение, организация рабочего места сотрудника. Это у него должно быть рядом автоматизированное рабочее место с подключением к АБИС, компьютер библиотекаря, индивидуальное освещение, сетевой фильтр и другое. То есть вот до таких мелочей доходит, да, но это надо прописывать, смотреть, чтобы у каждой зоны были свои, желательно, были свои предметы, да, чтобы вы не бегали с экраном и с проектором, хотя других вариантов может и не быть, можно проектор переносить, но желательно, чтобы это была одна зона, чтобы дети привыкли, что в этой зоне проходят именно такие мероприятия такого типа. Не зря мы их прописываем в положении в своем, да. Вот. Прописанные зоны, организация пространства для коллективной работы, для презентационной зоны. Это вам как рекомендации, перечень того, что может быть там находиться. Дальше, да, также они рекомендуют, это Ушинка, да, по декоративному и художественному оформлению. Если вы посмотрите и смотрели, вот я бы хотела попросить, кто у нас слушает онлайн, поставить плюсики, кто смотрел Библию Хакатон, который был в пятницу. Видели ли вы выступление Выльгородской школы, которая представляла школьный информационно-библиотечный центр? Кто с нами онлайн сейчас работает, я попрошу вас поставить плюсик. Удалось ли вам посмотреть? Спасибо большое, я очень рада, что вы смотрели. Да, вот как раз школа, которая представляла, библиотекарь, которая представляла Выльгородскую школу, нам показала в идеале, наверное, какой должен быть информационно-библиотечный центр. Они ими стали в этом году.
То есть, ну, когда мы задали вопрос, да, откуда финансирование, видите, как им повезло, им помогает управление образованием. Ну, наверное, не просто так. Почему? Потому что там молодые специалисты, которым все интересно, они все делают с большим удовольствием, участвуют во всех конкурсах, которые у нас проводятся к РИРО, они выходят на всероссийские конкурсы, поэтому им быть, они захотели, они ими стали школьными центрами, поучаствовали у нас в конкурсе, и учредители наградили их достойно, да, они получили за первое место 150 тысяч для своего расширения. Это очень здорово. Я представляю, что у них будет дальше, будем только радоваться. Поедем к ним на экскурсию, когда у нас будут курсы проводиться очно. О библиохакатоне мы с вами поговорим на следующем часе. Спасибо, что вы смотрели. В заключение этого часа хочу вам сказать, подвести некий итог по методическим рекомендациям. Если вы посмотрите внимательно, то в самом конце, последним пунктом, наверное, у них есть в рекомендациях, сейчас я вам скажу, как называется, рекомендации по формированию штатной численности. Да, вот как раз здесь идет разбивка и таблица, штатный норматив библиотек и центров, которые они предложили Министерству просвещения для утверждения. Сейчас это идет как рекомендация. Вот. И если у муниципальных образований есть финансирование, и они в этом году заложат, то на следующий год, вероятно, вам повезет, если вы обратитесь за помощью к тому, чтобы вас перевели на педагога-библиотекаря, либо дали дополнительную ставку в библиотеку. Да? Это зависит от управления образованием, от финансирования вас как учредителя, да, получается. Итак, смотрите, методические рекомендации, представленные Ушинкой, говорят о том, что не так все плохо, не так все сложно. Тем более у нас есть методическая поддержка, у нас есть подробное описание, и у нас есть в республике примеры того, как это можно сделать. Что радует, так это создание информационно-библиотечных центров не только в городских школах, как говорят сельские, вот у них все есть. Нет, в сельских школах у нас в прошлом году уже были созданы информационно-библиотечные центры. Если у кого есть время, вы можете прямо сейчас посмотреть на сайт второй школы Жешерта. Они представляли нам тоже на библиохакатоне свой библиотечный центр, в каком виде они его видят. В этом году, буквально в ноябре, стал центр библиотечный Усть-Усы, и они тоже выиграли хорошую сумму во второй номинации и будут расширяться, будут делать так, чтобы было им хорошо. О том, кто уже стал и что приобрел, я вам расскажу в следующем часе нашей с вами встречи. Там мы поговорим именно об представлении опыта работы школ, которые уже сделались центрами. Я вам расскажу, кто это, как это у них получилось, что они для этого сделали. Можете подготовить свои вопросы, если они у вас будут, да, либо по мере того, как я буду выступать, вы можете задавать эти вопросы. Мне было очень приятно поработать с вами еще час, рассказать вам о том, какие есть требования к созданию информационно-библиотечного центра. Если есть вопросы по этой теме, задавайте. И что еще хочу сказать? Очень хорошо, что есть типовые инструкции, да, о методических рекомендациях от Ушинки, прям типовые должностные инструкции сотрудников ИБЦ, заведующего, библиотекаря, педагога-библиотекаря. То есть прописано все. Методическая поддержка со стороны Федерального информационно-библиотечного центра есть. Мы ее тоже ощущаем и ею пользуемся, поэтому не зря создали
в этом году еще плюс 3, может даже 4 информационно-библиотечных центра. И, как я уже вам говорила, у нас в республике один муниципальный информационно-библиотечный центр. Это немножко выше на полголовы, чем школьный информационно-библиотечный центр. Муниципальный создается, ну, судя по концепции развития именно Республики Коми, муниципальные центры планируется создать в каждом муниципальном округе. Они будут как методическая, наверное, как точка, к которой надо стремиться, как надо работать, и информация, которую она будет содержать, будет помогать всем остальным школам этого района. Хотя сейчас это все есть, методическое обеспечение и какая-то связь, метод объединения, все это проводится. Но здесь уже будет конкретно одна школа, которая будет помогать всем остальным, на базе которой можно будет проводить крупные мероприятия своего района, муниципального образования. Спасибо большое. Мы с вами встречаемся в 12 часов в следующем часе для того, чтобы поговорить о библиохакатоне и об опыте работы нашей республики. Спасибо большое. У нас есть 5 минут для перерыва. Мы с вами встречаемся в 12 часов. Уважаемые участники, я готова работать с вами дальше. Кто нас внимательно слушает, присоединился к нам, мы готовы продолжить наш эфир. И еще 1 час работы. Здесь уже у нас будет по плану вопрос-ответ. Я попробую ответить на ваши вопросы и представить вам опыт работы школ Республики Коми, которые стали информационно-библиотечными центрами в прошлом году, в этом году, и о муниципальном информационно-библиотечном центре, который у нас один-единственный в Республике Коми, который находится в городе Сыктывкаре, школа номер 26. В прошлом году они стали победителями конкурса «Лучшая школьная библиотека», получили хорошее финансирование, финансовую поддержку и организовали на территории своей школы замечательный библиотечный центр. Зона коворкинга вынесена у них в рекреацию школы. Это 3-этажная школа, на 3-м этаже организована у них школа, зона коворкинга в рекреации. Дальше 4 компьютера они тоже поставили в рекреации, отгородили такой железной решеткой, чтобы не было доступа у ребят туда, ну, чтобы не было свободного доступа, да, сохранность этих материальной ценности. Дальше у них здесь же зона коворкинга превращается в презентационную зону. Очень интересный вариант. Опускается экран, и тут же можно посмотреть презентацию, видеоролик, и у них каждую пятницу мультяшный день, когда дети поднимаются на переменах после уроков и просматривают мультики короткометражные, конечно же, с обсуждением, потом какой-то конкурс они проводят по просмотренному материалу. То есть детям очень интересен этот момент. Вот, это единственная школа, которая у нас является муниципальной. Все остальные школы – это школьный информационный библиотечный центр, не все остальные, а 6, которые являются на сегодняшний день центрами. Как я уже и говорила, эти библиотечные центры находятся не только в городе, но и в поселках сельского типа, в сельской местности. И сейчас я хотела бы с вами немножко обсудить вчерашнее мероприятие, которое прошло в пятницу, библиохакатон. Можно посмотреть, кто с нами на прямой связи, чтобы понимать, с кем общаться. Поставьте, пожалуйста, наверное, 2 плюсика, чтобы понимать, кто именно сейчас, в данный момент присутствует у нас на прямой связи. Да, Татьяна, очень приятно.
2 плюсика, и мы будем понимать, что именно вы у нас сейчас на связи. Очень приятно. Это у нас библиотекари. Заведующий библиотекарь. Очень приятно на связи с нами Усинск, который показывает уже который год хорошие результаты сотрудников школьных библиотек. Очень приятно, что вы участвуете в конкурсах, которые проводит Коми Республиканский институт развития образования, как для школьников, как для библиотекарей. Это вот я говорю о тех мероприятиях, которые были у нас с вами весной. Хорошие мероприятия, методические разработки к Дню Победы. Это были буктрейлеры, тоже посвященные этой дате. Все эти материалы доступны, ими можно пользоваться, их можно скачивать. Находятся у нас на сайте Коми Республиканского института развития образования, где я вам показывала уже в самом начале. Это наша страничка на сайте, где мы с вами ведем активную деятельность. Да? Мы выставляем туда работу лучших библиотекарей. И вот буквально на этой неделе мы загрузим все материалы по итогам конкурса «Лучшая школьная библиотека» и библиохакатону. Ну что, дорогие участники, да, к нам больше никто не присоединяется. Несколько слов о библиохакатоне. Можно узнать ваши впечатления, надо ли нам проводить такие мероприятия для сотрудников школьных библиотек. Пока вы пишете, отвечаете на вопрос, хочу сказать следующее, что в прошлом году мы проводили это мероприятие впервые, и именно на нем обозначились с пониманием, что такое информационно-библиотечный центр, чем отличается от школьной библиотеки. Материалы представлены у нас на сайте в разделе «Мероприятия». Там есть нарезки с нашего мероприятия. Что вам понравилось на библиохакатоне? Я вот ответов пока не вижу, вы не пишете, вопрос я задала. Кто вам понравился на библиохакатоне из информационно-библиотечных центров, когда они представляли свой опыт работы? Если вы смотрели это в прямом эфире, да? Потому что в записи мы еще не выложили этот материал. Школы, которые в этом году библиохакатон мы проводили уже в другом формате, это онлайн-формат. Город и близлежащие районы приехали к нам в институт. У нас позволяют все санитарные нормы для проведения таких мероприятий. Значит, остальные участники к нам подключались онлайн. Был представлен опыт работы именно школьных информационно-библиотечных центров. Что интересно, когда я составляла список участников этого библиохакатона, которые смогли бы у нас выступить, я руководствовалась мониторингом, который проходил в мае месяце для вас, для сотрудников школьных библиотек. Была дана Google форма, которую вы заполняли. Я надеюсь, вы все, кто сегодня у нас учится, заполнял эту Google форму, участвовал. И там была графа, где надо было прописать опыт своей работы. Выбрала я сотрудников школьных библиотек, которые готовы были представить. Только после этого был объявлен конкурс «Лучшая школьная библиотека». И к моей радости получилось так, что участники библиохакатона, они же стали участниками, 90% стали участниками конкурса «Лучшая школьная библиотека». Это радует. Радует то, что они заявляют о себе, они говорят, они пишут, они участвуют и делают то, что они говорят.
Это самое главное. На библиохакатоне был представлен опыт школьных информационно-библиотечных центров, как они создавались, что этому способствовало, какое направление они выбрали. Вот. А также был представлен опыт школьных библиотек, кто стал школьным информационно-библиотечным центром как в городе, так и в селе, в сельской местности. Ну вот никто не отвечает. Я так понимаю, что библиохакатон не смотрели. Да, мне обратной связи нет. Ну ладно, значит, мы выставим эту информацию, видеозапись у себя на сайте. Вы посмотрите и будете знать, что происходит у нас в республике. Я тогда несколько слов расскажу вкратце, да, о том, что у нас происходило. Библиохакатон, представление опыта работы, проходил в онлайн-режиме, подключалось более 60 человек, которые смотрели онлайн формат этого мероприятия. Выступили первыми муниципальный информационно-библиотечный центр, они поделились своим опытом работы. Дальше были шипцы. Очень приятно, что школьные информационно-библиотечные центры создаются в сельских школах. Приведу пример одного участника. Это Ольга Александровна Манзадей, Усть-Уса. Да, Усинск своим радуется за своих. Усть-Уса участвовала в всех мероприятиях, во всех конкурсах, которые мы проводили весной. Проходила она обучение на курсах повышения квалификации в прошлом году и очень интересовалась, как же создать этот библиотечный центр у себя на базе своей сельской школы. Ну и к своей радости, наверное, да, вот, наконец, Татьяна нам пишет, что смотрели, понравилась 26-я. Вот 26-я школа, как раз они у нас и муниципалы, да, муниципальный информационный центр. Ухтинцы, лицей 1, которые представили план работы, так, план мероприятий по привлечению чтения пятиклассников, да? Угу. Да, все про 26-ю школу. Очень хорошо. Я передам все ваши пожелания и впечатления о том, что они представили. И что не менее интересно было про Усть-Усу сейчас, да, я закончу. Значит, смотрите, они участвовали везде, интересовались, не побоялись сделаться шипцами и поучаствовали в конкурсе, где заняли 2-е место. У них финансовая поддержка сейчас будет 120 тысяч, на что они их уже распланировали. Директор, когда уходила с мероприятия, с награждения, сказала, мы уже знаем, куда их потратим. Очень радостно, что директор с пониманием отнеслась к созданию информационно-библиотечного центра, была за изначально. Вот. И видите, как повезло школе, повезло библиотеке. Во-первых, Ольга Александровна заведующая библиотекой, и сейчас это информационно-библиотечный центр, который будет представлять опыт работы уже у нас на региональном уровне. Вот, пожалуйста, да. И после награждения ушли с хорошими впечатлениями у нас Кайгородок, которые заняли 1-е место в номинации «Школьная библиотека». На награждение приезжал завуч по воспитательной работе, на что она задала несколько вопросов после церемонии награждения, и они ушли с таким впечатлением, с такими эмоциями, что они тоже, возможно, в ближайшее время станут информационно-библиотечным центром, то есть у них есть все возможности, получается. Вот. Смотрите, стать информационно-библиотечным центром, это не значит, что вы должны прямо сейчас все найти, чтобы у вас все это было и все это создать. Нет,
Можно прописать и к этому стремиться, то есть иметь какую-то часть и потом действовать в направлении расширения, улучшения этих зон, этих возможностей, всего, что у вас будет, да. У вас будет стремление что-то создать новое. Это немаловажно, потому что время того требует. Это требует ВГОСы, это требует концепция развития, на которую выделяются средства из федерального бюджета для того, чтобы мы развивались и делали все лучше для того, чтобы у нас были хорошие условия. Я вот вижу, пишут отзывы нам, да, 26-я школа Выльгард. Вот о чем я говорила, Выльгардская школа номер 2, как пример, да, для создания школьного библиотечного центра. Если 26-я школа исходила из того, что у них есть, то есть я вам говорила уже как пример, они вышли за пределы библиотеки, и у них сразу здесь, как выходишь с библиотеки, рекреация 3-го этажа, место они сделали для коворкинг-зоны, для доступа к интернету, то есть у них здесь все под рукой, это замечательно, распределение зон. И, как мы уже говорили, в методических рекомендациях прописано, что одна зона может переделываться в другую. Это нормально. Вот у них также столы мобильно передвигаются, их можно сдвинуть в одно место, поставить стулья, сделать актовый зал для просмотра видеороликов, тут же убрать стулья, поставить столы, это будет коворкинг-зона. То есть 26-я школа вышла из того, что у них было. Они все продумали и создали, сделали комфортно для себя и для, самое главное, их учеников, для обучающихся, тех, кто приходит к ним за книгами. Сельская школа, которая представила свой библиотечный центр, это Жешер, Алена Леонидовна. У них направление, вы, наверное, смотрели, да? У них направление связано с созданием видеороликов. Это киностудия «Патриот» у них работает, работы, которые отправляются на российские какие-то конкурсы. Вот. Они очень тесно сотрудничают. У них, наверное, краеведение идет совместно с созданием видеороликов. Они изучают свой край, свое село. Ребята собирают информацию. Студия «Патриот» помогает это все снимать, собирать информацию. И потом они создают видеоролики, видеосюжеты, которые потом показывают у себя же в библиотеке на большом экране, проводят мероприятия с родителями, с учениками, с учителями совместно и показывают все, что у них есть. То есть, смотрите, в сельской школе библиотека стала неким местом притяжения как родителей, учеников, учителей и просто односельчан. Вот. Это как вариант примера сельской школы, да. Если про Усть-Усу, вот я про нее говорила, да, Ольга Александровна провела сетевое мероприятие, то есть ей не понадобилась даже связь по интернету из школы, ей понадобилась всего лишь группа ВКонтакте для того, чтобы провести сетевое образовательное мероприятие. Мой край родной, или как он представлен там, про Усть-Усу. У них был юбилей в этом году. И сетевое мероприятие, которое она попробовала провести, участвовали 3 школы. Вот, очень удачное мероприятие, которое можно проводить внутри какого муниципального образования, переделав это для себя, каждый под свою какую-то территорию. Задания очень интересные, можно рассмотреть вариант проведения у себя в муниципальном образовании. Также в этом же направлении очень нравится мое впечатление, вам скажу, да, Раиса Борисовна Липина, это представитель какой школы, тоже была на библиохакатоне. Они представляли
группу ВКонтакте, где проводят тоже мероприятия, только не сетевые, там по большей части конкурсы и викторины. То есть детям надо узнать и потом ответить на вопросы викторины, либо какого-то опросника, я не знаю, тоже составлено в очень интересной форме. Раиса Борисовна представляла свой опыт работы как в школьной библиотеке, которая работает, которая создала группу ВКонтакте и работает там. Да, Усть-Кулом, да-да-да. Спасибо большое, Татьяна, подсказывает нам из Усть-Кулома Раиса Борисовна. Если честно, когда мы готовились к библиохакатону, разговаривали о представлении опыта работы, она не побоялась, попросила один раз разослать. И вы не можете разослать ссылку, чтобы попробовали участвовать у меня тоже. То есть, смотрите, такой вариант не только в своей школе, в своем районе, а она прислала мне ссылку, чтобы распространить это на республику. Вы знаете, отзывы пришли, участвовали с других районов Раисы Борисовны. И что самое интересное, тот, кто участвовал, получил сертификат участника. То есть даже это они успевают делать в своей работе, несмотря на загруженность. Им это интересно. Они провели про Деда Мороза викторину, и до этого еще одна викторина была. То есть вот дети засняли видеоролик, как я понимаю, да, участвовали, прислали его, то есть там посмотрели, оценили и прислали сертификат участника. Очень приятно было и детям поучаствовать не у себя в школе, а в другом районе. И также приятно было Раисе Борисовне, что с республики, то есть не только с ее района, но и с других районов поучаствовали библиотекари в ее мероприятии. Вот это, наверное, и есть создание сети школьных библиотек муниципального района, республики нашей. Очень хочется, чтобы вы выходили за рамки своей школьной библиотеки. Если в вашем муниципальном образовании созданы методические объединения, выходите на наш региональный центр с предложениями о своем участии в наших республиканских мероприятиях, по представлению опыта работы, по каким-то мероприятиям. То есть вы у себя на метод объединения можете внести такое предложение участия в наших мероприятиях. Это будет очень приятно. От муниципальных образований получить предложение. То есть не я буду искать, кто это будет делать, а вы представите свой опыт работы по желанию. Понятно, что это желание будет ваше. Чем это грозит? Ничем. Вы поможете другим школьным библиотекарям. А у нас, согласно статистике, согласно мониторингу, 38%, если я не ошибаюсь, молодых специалистов. Девочки, которые пришли работать в библиотеке и работают всего год-два. Давайте им поможем, чтобы им было быстрее понять, в чем заключается их работа, и помочь в организации неких мероприятий. То есть они на примере ваших мероприятий проведут свои, поймут суть работы, деятельность свою, и им будет гораздо проще, да, будут вступать. Как мне говорит одна из участниц конкурса «Лучшая школьная библиотека», я же только попробовать хотела. В итоге вышла в финал, она позвонила узнать условия конкурса и может ли она принять участие. Я работаю всего год с небольшим, могу ли я? У нас ограничений не было. Конечно, можете. Я боюсь. Что такого страшного? Вы попробуйте, а потом она попробовала, вышла во второй тур, во второй этап и выиграла денежный приз. Поэтому пробуйте, делайте так, чтобы развиваться, не только для себя, да, помогать своей библиотеке. Как говорит Ушенко, Дмитрий Иванченко, это
начальник отдела информатизации. Не ждите у моря погоды, не ждите, пока вам что-то принесут, положат. Делайте что-нибудь сами. Развивать свою библиотеку, если вы ее любите, любите свою работу, можно делать самостоятельно. Судя, опять-таки, по результатам мониторинга, отвечая на вопросы, вы писали, где вы находите финансирование, поддержку. И очень приятно, что многие из вас проводят акции. Подари книгу школе. Выпускники дарят, пополняют фонд художественной литературой. Вы участвуете в различных проектах финансовых, особенно где получаете финансовую поддержку, а также участвуете в каких-то грантах, что у вас есть финансовая поддержка. То есть все это помогает вам развивать библиотеку в новом направлении, в новом русле. Это очень приятно, это очень хорошо. Предлагайте свой опыт работы всем остальным, кто хочет так же сделать, но не знает, как это делается. Да? О том, как проводить акции, где проводятся, на каких сайтах проводятся конкурсы денежные, потом куда можно отправить свой проект, это тоже все есть на сайте Федерального информационно-библиотечного центра. ФИМЦ, нашей главы, там все это можно найти. В каких конкурсах, в каких акциях, где можно принимать участие, куда можно представлять свои проекты для того, чтобы выиграть грант. Вот. Ну и также поддержка со стороны Министерства образования нашей республики. Это художественная литература, которую многие школы получили в этом году. Это конкурс «Лучшая школьная библиотека», в котором мы призываем участвовать всех, большую часть, бороться за эту победу. Если в прошлом году призовой фонд и в этом было 800 тысяч, но в прошлом году 9 школ получили грант, получили финансовую поддержку, в этом году уже 14. Кто знает, может быть, на следующий год учредители найдут больше возможностей финансирования и будет больше количество людей, участниц и победительниц, которые получат призовое вознаграждение в денежном эквиваленте. Да? Будет очень приятно. Те школы, о которых говорится в библиохакатоне, они представили свои контактные данные. Пожалуйста, мы разговаривали о том, что, представляя свои контактные данные, вы даете возможность слушателям звонить, писать, получать консультацию. К чему я вас всех и призываю. Обменивайтесь информацией, получайте консультацию от тех, кто представлен у нас на республиканском уровне. 26-я школа, если понравилось, пожалуйста, звоните им, спрашивайте. Они с удовольствием ответят на ваши вопросы, с удовольствием представят свой материал, поделятся своим материалом, который не представили. Все это будет в доступе. Чем больше вы будете делиться друг с другом, выходить из своего замкнутого круга библиотеки, тем будет гораздо интереснее и с вами общаться. Вы поможете кому-то, кто-то вам поможет. Так сообща мы сделаем школьную библиотеку именно центром притяжения для всех. Если подводить некий итог нашей с вами встречи сегодня, по концепции развития школьных библиотек на сегодняшний день, то эта концепция на 2021 года, то есть в следующем году это продолжается, да, и финансирование, и помощь. Дальше будет больше, потому что
согласно ВГОСам и концепции развития Российской Федерации. Все это будет продолжаться, все это будет делаться, создаваться. Липецкая область является площадкой, где это помощь непосредственно от федералов идет, да, то есть у них эта площадка как опытная площадка, представление опыта для всей России. Можно посмотреть ее, как я вам говорила, субъекты Российских Федераций на сайте ФМЦ, где представляется опыт работы. Вот можно посмотреть у них. Что хочется сказать? Спасибо всем, кто делает, учится, работает в этом направлении, в расширении своего круга деятельности. Двигается вперед, узнает много нового, интересного, делится с другими, а не держит это в себе. Вот я такой, и такого больше нет. Делитесь, развивайтесь, создавайте. Все это очень интересно. И поверьте, на все можно найти время, если этого захотеть. Да, может быть, я говорю большие слова, это громко сказано, но это есть на самом деле пример тому наши выступления наших библиотекарей у нас на библиохакатоне. Сегодня я хочу предложить тем, кто смотрит нас онлайн, поиграть со мной в одну интересную игру. Ответить на вопросы по сегодняшней теме. Я дам вам, давайте 10 минут для того, чтобы вы ответили на вопросы. Итак, заходя в пункт «Вопросы», на верхней строке, на черной, где написано наше название, есть вставка «Вопросы» и 2 ссылки. Я предлагаю вам одну из них поиграть со мной. Да? Вам ее надо скопировать и вставить у себя. Так, давайте я вам сюда вставлю. Посмотрите, я вам скинула ссылку. Она должна быть активной. Попробуйте, кто нас смотрит онлайн, пройти по этой ссылке и поиграть со мной в интересную игру. Попробуйте зайти в эту программу. Я тоже это сделаю вместе с вами. Итак, у вас... Напишите, пожалуйста, мне плюсики, кто играет с нами сейчас. Я немножко Поставьте плюсики, кто будет сейчас со мной онлайн на этой площадке, в этой программе. Татьяна, спасибо. Наталья, спасибо. Кто еще? Давайте, кто у нас онлайн подключен, поиграем со мной в эту игру. Напишите, пожалуйста, кто уже зашел по этой ссылке и попал... Готов со мной поиграть. Посмотрите, пожалуйста, очень интересная вам представлена форма. Вы можете открыть ее в соседнем окне, меня слушать и играть со мной вместе, да? Итак, что я вам предлагаю? Ответить на вопросы. Смотрите, у нас некий пазлы, где слова относятся к определенному празднику. То есть если у вас горит синим цветом 1 июня, то вы должны собрать пазлы к этому празднику. Нажмите на Новый год, она у вас активно становится. Все, что относится к Новому году. Нажимая на пазл, вы поймете, правильно ли вы сделали это задание. Дальше, если нажмете на 1 сентября, понятно, что будет к нему. И я вас попрошу написать, что у вас вышло в конце, когда вы поиграете. Итак, кто с какого праздника начинает. Не обязательно все подряд, можно перещелкиваться, праздники менять пазлы. Все это возможно. Попробуйте пройти, напишите, что вы увидели в конце этой игры. Судя по тому, как вы будете отвечать, я буду понимать, что вы ее прошли.
Так, получается, играем, да? Мгм. Кто поиграл, я прошу ответить. Пропишите, пожалуйста, последнюю фразу. Да, да, Татьяна, все правильно. И фраза, которая там, да, у вас все получилось, да? Спасибо большое. Вы открыли некий пазл, да, это ответ всем, да, подсказали. Ну, ничего страшного. Я думаю, все поиграли. Все правильно, Надежда правильно нам ответила. У вас все получилось. Последняя фраза, которая дает понятие, что все получилось на самом деле, да, и были подсказки. Если вы ошибались, у вас не открывался пазл, вы прикладывали некие усилия, переигрывая, открывая их с другим праздником. А теперь у меня другой вопрос к вам. Скажите, пожалуйста, кто пользуется этой программой для работы в библиотеке? Поставьте плюсик, кто пользуется. Если поставите минус, значит, вы о ней слышите первый раз и играете в ней первый раз. Плюсик, если вы там работаете, минус, если вы там не были ни разу и играете только со мной сейчас. Угу. Вижу. Спасибо большое за ваши ответы. Программа на самом деле очень интересная. И я думаю, что для библиотекарей она будет полезна чем? Там очень много примеров. Если вы зайдете, найдете эту программу, синими буквами сверху обозначено, как она называется, зайдете и посмотрите, что там есть. Это кладезь для сотрудников библиотек, как для среднего звена, так для старшего звена, так и для родителей и школьников. Эту игру можно создавать самим и давать ссылку для того, чтобы также поиграли все остальные ребята, у кого есть эта ссылка. Можно создавать свой класс. Я хотела создать класс, но мы уже не будем, нас мало участников на курсах. Можно было создать свой класс, где бы вы собирали свои домашние задания, которые я могу просмотреть, да. Так, вот Ирина участвует, играет, создает это все. Значит, вам будет проще завтра на практическом мероприятии сделать для меня как экзамен, наверное, да, попробовать сделать там некую игру, создать для нас, для всех игру. Смотрите, что мы будем делать завтра. В этой программе мы создадим свою игру. Небольшую совсем. Я сначала покажу вам, как в ней работать, какие инструменты в ней есть. Это будет проходить онлайн. То есть я открою демонстрацию экрана, вы зайдете в эту программу, для нее нужно будет аккаунт ваш. По желанию это надо сделать до начала нашего с вами эфира, до 10 часов, зайти на эту программу, создать свой личный кабинет, чтобы вы могли создавать такие игры. Делать это совсем не тяжело. Аккаунт, ваш пароль именно для этой игры, да, которую вы будете использовать, и все, у вас будет свой личный кабинет. Ирина нам завтра поможет, да, Голицына, которая пишет 2 плюсика, что участвует, играет в этой игре, создает игры в этой программе. Мы с вами завтра попробуем все это сделать вместе со мной. Кто играл на 1 июня со мной, с моей программой на сайте, тот
просмотрел, и эта игра взята с того сайта. Что наговорила, вы меня, наверное, не поняли. Значит, на 1 июня был создан сайт для детей, именно для проведения онлайн-мероприятия к Дню защиты детей. Так вот, на сайте были вставлены как раз вот эти вот интересные задания, которые выполняли сами дети. Играя в несколько игр, гуляя по сайту, отвечали на вопросы и в конце получали сертификаты. Если вам интересно создание сайтов, они очень интересны, это можно проводить, создание сайта для проведения даже мероприятия одного можно сделать. Как пример, это вот сайт на 1 июня. Как пример, это сайт для проведения конкурса «Лучшая школьная библиотека», то есть это более серьезный вариант представления информации. Там игровой вариант, куда можно вставлять все, что угодно. То есть, да, надо посидеть, поработать, это все написать, сделать, но итог, конечно, сам себя оправдывает. Потом на другой год можно менять какую-то информацию, и вы также можете продолжить игру, да, в этой программе. Ну и сейчас еще одна ссылка. Ответьте, пожалуйста, на вопросы по материалам сегодняшнего дня. Я вам предлагаю ссылку. Кто с нами в онлайн-трансляции, это в этой же программе. Немножко другой формат. Ответьте, пожалуйста, на вопросы о том, что вы сегодня услышали. Свои ответы тоже вставляйте, пожалуйста, к нам в чат. Кто пройдет, кричите «Ура!» от того, что вы много узнали. Если вам что-то непонятно, пишите свои вопросы в чате. Свои впечатления я обязательно услышу, прочитаю и озвучу. Если будет вопрос, отвечу. Итак, сейчас, уважаемые участники, вам надо ответить на вопросы. Это в этой же программе, только другой вариант, другой формат. Стрелочка, которая в правом нижнем углу, показывает движение дальше. Нажимаем на стрелку и двигаемся на следующую страницу. Если вы выберете правильный ответ, он будет загораться зеленым квадратиком. Вспоминайте ответ на первый вопрос. Концепция развития в Республике Коми была после концепции российской, да? В 2018 году был форум осенью, а буквально в январе следующего года у нас с вами вышла концепция развития в Республике Коми. Это я вам как подсказку даю, да? Так. Элеонора Владимировна, вы уже ответили на все вопросы подведения итогов, да, работы сегодняшнего дня. Плюс-минус это некоторые вопросы вам остались непонятны, я правильно понимаю? Напишите нам что-нибудь в чате, почему плюс-минус. Элеонора Владимировна, если вы нас слышите, напишите, почему плюс-минус, что было непонятно, какой вопрос вызвал затруднение.
Так, очень приятно, у нас появились ответы. Ухта у нас пока на первом месте, да? Вопросы пройдены. Вопросы, которые были у вас здесь, тоже были созданы в этой же программе. На самом деле, если вы знаете, что вы будете проводить и в какой форме вы это хотите преподнести, достаточно на листочке написать задания и ответы. Если нужны картинки, картинки лучше закачать сразу к себе в папочку. У вас быстрее пойдет работа, и вы поймете, в чем суть. Когда поймете, в чем суть, вы быстро выполните свое задание и сделаете его более интересным, если вставите дополнительно картинки, фотографии. Я думаю, что вопросы не были сильно каверзными. О том, что было в вопросах, было сегодня озвучено мною, да, что в библиотеке не обязательно переносить стену в библиотеке, чтобы расширить ее и сделать ИБЦ, да. Федеральным нашим центром является Ушинка, ФИМЦ, региональным является наш Коми-республиканский институт, на базе которого создан региональный информационно-методический центр. Дальше, спасибо большое. На все вопросы найдены ответы. Спасибо всем, кто делал это онлайн. И если вас заинтересовала эта программа, а в ней очень много возможностей, это и пазлы. Ничего страшного, что с ошибками, зато полный ответ у вас был, да? Зелененьким квадратиком вам обозначили правильные ответы. Абсолютно ничего страшного, здесь нет проверки знаний. Самое главное, что вы потом по мере прохождения этого теста небольшого для себя уяснили правильный результат, да? Это самое главное. Спасибо вам всем большое за участие в моих вопросах. Да, все правильно, мы учились. Действительно, вы правы, мы учились. Это не проверка и не итог каких-то ваших знаний, и не оценка ваших знаний мною. Нет, совсем никак. Вы учились работать в этой программе. Ну вот просто вот в таком варианте я решила вам сделать мостик к завтрашнему дню. У нас есть буквально несколько минут. Я готова ответить на ваши вопросы, если что-то непонятно. Напишите, пожалуйста, что бы вы хотели еще. Создание видеороликов. Я поняла, делаю пометку. У нас в библиотеке мы спрашиваем по поводу проведения занятий. Как правильно оформить, да? Дальше создание видеороликов. Напишите, пожалуйста, вот, создание игр мы с вами завтра в этой программе, да, сейчас я напишу вам. Значит, смотрите, видеоролики, игры. Я вам завтра покажу 2-3, наверное, программы. Одна программа очень интересная, там идет создание кроссвордов, в которых могут принимать участие сами дети. Дети могут создавать эти кроссворды. То есть, прочитав книгу, они могут выбрать слова, которые зашифровываются. То есть они создают некий кроссворд, дети. Слова эти вносятся просто в таблицу, и вам предлагают буквально за 2 секунды готовый кроссворд. Кроссворд распечатывается, и дети могут раздать, например, своим одноклассникам и сказать, кто первый отгадает кроссворд, тому
тот будет молодец. Таким образом, привлекать ребят к чтению этих книг. То есть прочитали все, а один быстренько кроссворд задал. Это очень интересная программа. Суть в том, чтобы не придумывать, в какую сторону буквы, в какую сторону сколько этих квадратиков. Вам выдается кроссворд, причем в 2-3 вариантах. Это очень интересно. Если кто-то пользуется таким, напишите нам, чтобы мы понимали, знали, и по возможности вы могли нас тоже обучить этому, либо представить нам свой кроссворд завтра. Смотрите, давайте мы с вами сделаем завтра живое общение. Хочется, чтобы вы все попробовали создание игры самостоятельно завтра. И у кого какие вопросы будут, вы можете онлайн их задавать сразу мне, я вам помогу создать это все. Это будет гораздо интереснее и лучше. Да? В первой половине, я вам напоминаю, Наталья Леонидовна Саврасова будет выступать из нас в библиотеке. Это про пользование каталогом у нас в библиотеке. Она вам ответит на несколько вопросов, а также для как пригласить нас в библиотеку для проведения у вас в школе каких-то интересных занятий, мероприятий, да, вот, и во второй половине нашей встречи Наталья Леонидовна будет час, и 2 часа мы будем с вами создавать игры, и у вас некая практическая часть будет создать для нас, для всех игру. Давайте там будет 3-4 вопроса, это может быть кроссворд, это могут быть ответы на вопросы, это может быть открытие пазлов, как я вам сегодня предложила. Что там еще есть? Там много чего. Вы завтра посмотрите, когда, да, будете понимать, что составить вам. Нас с вами мало в онлайн формате, поэтому каждый из вас сможет создать и прислать нам ссылку. Мы вместе с вами завтра поиграем. Это будет практическая часть. Программа на самом деле очень интересная, поможет вам в деятельности. Вопросов, я так понимаю, не поступает, да, на которые я хотела бы ответить. Понимаю так, что сегодня все понятно. И методические рекомендации, которые предлагает Ушинка, я вам показывала, где можно найти. Можно у нас на сайте, можно на сайте ФИМЦ. Очень хорошие методические рекомендации есть для начинающих библиотекарей. У нас обучаются сейчас в основном заведующие. Вы можете своим библиотекарям, если таковые у вас имеются, еще в библиотеке, молодые библиотекари, дать им. Есть методические рекомендации для начинающих библиотекарей, где расписана вся деятельность школьного библиотекаря. Я думаю, что и вам тоже они не помешают. Там все структурировано, все объяснено, все дано и разложено по полочкам. Я думаю, в библиотеках прям, вот эти ссылки можно держать у себя под рукой и пользоваться всем тем, что предлагает нам федеральный центр. Если вопросов у вас больше нет, то создание игр мы будем проходить завтра в онлайн-режиме. Еще раз напомню, что вам надо зарегистрироваться в этой программе. Скопируйте, пожалуйста, себе ссылки, зайдите в эту программу, зарегистрируйтесь, чтобы у вас был личный кабинет, и вы могли там создавать свою игру. Чтобы завтра на это не терять время. Вы открываете, и мы там создаем. Вопросы, если у вас есть, я готова, либо какие-то предложения. Если вопросов нет, если есть какие-то предложения, готова принять, учесть. По поводу школьных информационно-библиотечных центров, если возникают вопросы, вы можете звонить непосредственно мне. Модератором я обозначена на экране.
Электронная почта моя там тоже представлена. В Коми-республиканском институте я занимаюсь направлением школьных библиотек. То есть методическая часть у нас это РМО для библиотекарей, там обсуждения проходят, да. Я занимаюсь непосредственно организацией неких мероприятий для школьных библиотекарей. Вопросы на РМО можно задавать и мне непосредственно на почту писать. Спасибо всем большое, кто участвовал сегодня с нами онлайн, кто послушает наши курсы. Если возникнут какие-то вопросы, вы можете их задавать завтра. Завтра у нас с вами рабочий день начинается также в 10 часов и будет продолжаться до часу. Судя по тому, как у нас с вами сегодня шла работа, как мы договаривались, последние 5-7 минут каждого часа мы будем делать перерыв на кофе-паузу. Потом подключаемся и работаем продуктивно дальше. Всем большое спасибо за внимание. Благодарю за обратную связь, те, кто пишет нам и участвует с нами онлайн. Спасибо большое. До завтра. Встретимся в 10 часов. До свидания.